телеканала Чикикен. С вами я, Мариам Салпагарова. Очередной выпуск передачи «Будьте здоровы». И рядом со мной, к моему и к вашему счастью, Лариса Мухаджировна Байрамукова, инфекционист нашей центральной районной больницы. Лариса Мухаджировна, здравствуйте. Здравствуйте. И сегодняшняя наша тема, Лариса Мухаджировна, прошу прощения, сразу введу в курс дела наших телезрителей. Коронавирус, первые вспышки которого зафиксированы в Китае, но он перебрался уже на территорию Российской Федерации, хотя, говорят, распространен этот вирус очень мало на сегодняшний день. Лариса Мухаджировна, вы как инфекционист, объясните, почему нас пугают этим заболеванием? Что это за вирус такой? Коронавирус. Сейчас идет сезонный подъем гриппа повсеместно. Эпидемический и сезонный подъем гриппа. Поэтому коронавирус – это одна из форм протекания вирусной инфекции гриппа. Поэтому грипп имеет несколько видов, несколько подтипов. Вот один из них – это коронавирус. И чем он опасен? Тем, что он дает такое более тяжелое течение и развиваются очень часто пневмонии. Своевременное лечение всех типов вируса гриппа приводит к полному излечению. Поэтому бояться не надо. Это вирусная инфекция, которая может лечиться, и единственное требование к ней – вовремя назначить правильное лечение. То есть бояться нечего. Я сейчас спрошу вот так. Какие инфекционные заболевания еще определяются теми же симптомами, что и коронавирус? А именно, это повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание. Наряду с коронавирусом имеет место быть сейчас и вирус свиного гриппа, и вирус птичьего гриппа, где мы также боимся вот этого затрудненного дыхания. А так все вирусы гриппа, они протекают с интоксикацией, с лихорадкой, с высокой температурой, с поражением слизистых, с поражением пазух носа, уже как осложнение формируется. Поэтому здесь особого течения никакого нет. Это обычная вирусная инфекция. Нам известно, что на территории Малокарачаевского района сейчас развивается корь, то есть период эпидемии кори. Есть ли такая эпидемия и чем характеризуется корь этого года, этого периода? Эпидемии кори у нас в районе нет. Есть случаи заболевания корью в республике. Но у нас в районе есть контактные с этими случаями больных корью, поэтому мы наблюдаем за этими контактными. Они себя прекрасно чувствуют вот на период, на настоящее время, но инкубационный период 21 день, мы этот период будем за ними наблюдать. Пока больных у нас в районе корью нет. Значит, население, корь – это тоже острое инфекционное вирусное заболевание с стопроцентной контагиозностью, то есть заражаемостью. Человек, не болевший, не привитой против кори, встретившись с больным корью, может стопроцентно заразиться. Интересно бы было узнать, Лариса Мухаджировна, много ли таких по территории нашего района неиммунных, которые в зоне риска? Их немного, их довольно очень мало, но они есть. По пальцам считать или побольше? Они есть в любом регионе России. У нас эти цифры неиммунных не выше, не ниже, чем средние показатели по России.
И вот когда мы с вами общались по телефону, Лариса Мухаджировна, вы так мельком упомянули мне про бешенство, и мне даже на миг показалось, что в нашем районе зафиксированы случаи бешенства. Бешенство, как известно, это необратимый процесс, и я думаю, вы нам сейчас расскажете, как можно его обратить и какие методы лечения против бешенства сегодня применяются в современной медицине. Единственный метод лечения от бешенства – это вакцинация. Против бешенства. Да, вакцинация против бешенства. Случаи бешенства среди животных, они у нас в районе имеются, ежегодно регистрируются. Чаще всего это в зимний-осенний период, поэтому при возникновении таких случаев ветеринары сразу экстренно нам подают экстренные извещения, санэпидстанцию подают экстренные извещения, где идет обработка соответствующая этого места, где выявлено такое животное. А мы, в свою очередь, поликлиническая служба, проводим профилактику этого заболевания путем вакцинации. Есть специальная вакцина. Единственный метод лечения – это вакцинация. Поэтому при укусах животными, при выявлении каких-то необъяснимых поведенческих реакций со стороны животных, конечно, желательно надо вызывать ветеринара, смотреть и выявлять таких больных. И, соответственно, если происходит контакт, тесный контакт человека с этим животным, ослюнение, например, там нарушение целостности кожных покровов или укус, то, конечно же, в первую очередь немедленное обращение в поликлинику, к хирургу, к рабиологу, который вам назначит вакцинацию. Тогда у меня такой вопрос к вам. Вы сказали, к рабиологу. Это врач, который занимается заболеванием под названием рабиез. Да, если да, я не да. ошибаюсь. В древности люди считали, что это все от злых духов, уважаемые телезрители. Вы можете в интернете почитать про симптомы бешенства. Это страшное заболевание. Да, очень страшное. Очень страшное заболевание. Вот, сейчас вот сократить, конечно, общение с животными, оградить себя от более агрессивных особей. Что же еще применяется для профилактики заболевания бешенства по территории нашего Малокрачаевского района? Профилактические меры проводит ветеринарная служба. Значит, ежегодно они распределяют по местности. Есть специальные такие вакцины, которые даются в виде добавок, в виде прикорма животным, да. И они раскидываются буквально и для диких животных, лисиц, шакалов, которые у нас есть в местности, ну и вакцинация домашних животных, да. Что-нибудь еще хотите добавить? Желающие вакцинироваться, милости просим. У нас есть в достаточном количестве вакцина против кори, которой мы прививаем и детей, и взрослых. Побочных эффектов вакцина не имеет, поэтому можно, не боясь, прийти и получить такую прививочку. По кори итог подвела Лариса Мухаджировна: необходима вакцинация. По коронавирусу необходимо своевременное лечение. Конечно же, бешенство – страшное заболевание под названием рабиез. Необходимо оградить себя от агрессивных животных. И помимо этого, Лариса Мухаджировна, предохраняться от ослюнения подозрительными животными. И ваши... Домашними и дикими. И домашними, и дикими. И ваше главное пожелание для наших телезрителей. Будьте здоровы, не болейте.